Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вся хвала и благодарность принадлежит Аллаху, по велению которого происходят все события, который объемлет все своим знанием, которого никто не сможет спросить за то, что он совершает, а все другие будут спрошены. Община мусульман. Ничто не происходит в этом мире без повеления Аллаха. Ни один лист не падает с дерева без его соизволения, и никто не способен до конца постичь ни тайн, ни мудрости его деяний. Поэтому, когда что-то происходит, мы не можем выносить однозначных суждений, утверждая, что это произошло из-за того-то, что причина кроется в том-то, и что всему виной то-то и то-то. Если мы поступаем таким образом, то рискуем говорить о том, что нам неведомо, тем самым возводя ложь на Аллаха и рассуждая так, словно нам не спасается откровение, тогда как время откровения уже завершило давно. Люди, далекие от религии, любят порассуждать на языке физики, которая описывает явление природы. Если подул сильный ветер, это происходит по причине того, что воздух перешел из мест с более высоким атмосферным давлением в места с более низким давлением. Из-за этого ветер усиливается, и на этом все. В случае землетрясения они объясняют это изменениями в земной коре, вызванным тем, что тектонические плиты, сталкиваясь между собой, высвобождают огромную энергию в виде сейсмических колебаний, которые приводят в движение поверхности Земли. Причиной наводнений называют обильные осадки или сильное таяние снега и льда и отсутствие нужных русел для движения водных масс. С другой стороны, религиозные, но с недостаточным пониманием религии люди при любых обстоятельствах видят причину всех зол в грехах людей, в отходе от религиозных принципов и ослушания Аллаха. Первые забывают, что хотя события происходят в рамках установленных закономерностей, сама причинно-следственная связь, последовательность и порядок этих событий определяются Всевышним Аллахом и по Его воле. Вторая категория забывает, что бедствия не всегда являются следствием грехов. Всевышний Аллах может ниспослать их как испытание или как наказание, и многое остается вне пределов нашего понимания. Больше всего Аллах испытывает пророков, а вслед за ними и тех, кто был искренним в своей вере, говорится в хадисе. С этим хадисом приходит понимание того, что испытания не всегда приходят из-за грехов, а порой для того, чтобы очистить людей, поднять их статус, выяснить уровень их терпения. Кроме того, Аллах может наслать катаклизмы, чтобы напомнить нам величие своей силы, суровость своего наказания, что нет никого, кто мог бы ему противостоять, одолеть или остановить его, чтобы напомнить нам наше бессилие, слабость и немощность. Об этом свидетельствует и этот ясный аят: мы не спасаем наши знамения только для устрашения. Великий ученый Атада отвечал, что Аллах посылает людям то, что пожелает из бед, чтобы люди могли одуматься, прийти в себя и вернуться на истинный путь. Во времена Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, когда в городе Куфа произошло землетрясение, он сказал людям: «О люди, ваш Бог призывает вас одуматься, так одумайтесь же». Исходя из этого понимания, когда что-то происходит, следует стремиться извлечь из этого максимальную пользу и задуматься о том, что Всевышний Аллах, который уже сейчас нам являет свое могущество, способен в ахират явить нечто куда более великое по своим масштабам. С таким подходом любое происходящее обернется для нас благом. И вот тогда мы окажемся среди тех, о ком говорится в хадисе: удивительное положение верующего. Сказал благородный посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, удивительное положение верующего. Поистине, все в его положении благо, и это дано никому, кроме верующего. Если его постигает радость, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом.
Если его постигает испытание, он проявляет терпение, и в этом для него благо. Передают, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, считал чрезвычайные происшествия баракатом. И это следует понимать так: если человек может извлечь из этого пользу, увеличить свою веру, приумножить свои благодеяния, то это и есть то, что называется баракатом. И хвала Аллаху, сегодня наши люди в связи с бедствием, произошедшим в соседней республике, совершают добро, помогая ее жителям, кто материально, кто физически поддерживает пострадавших. Но если это будет не разовым порывом, а устойчивым образом жизни, то наш подход к религии улучшится во всех аспектах. Мы преуспеем и в поклонении, и в нравственности, и тогда мы окажемся в положении, когда будет доволен Всевышний Аллах. Да поможет нам Аллах стать такими мусульманами.